Фу, доброе утро. Таким свежим ветерком тянет. Обалдеть, я так давно такого не чувствовал. Такое сразу настроение какое-то осеннее. Тут еще листья опавшие, как осенью. Этих деревьев каучуковых. И реально такой свежий ветерок. Давненько такого не было. Но тут природа уже немножко другая, нежели даже в Камбодже, как мне кажется. Ну вот, Ханой, 1682 километра. О, погодка сегодня вообще хорошая, зачетная. Ну, сегодня ничего пока интересного. Обычный дорожный день. Вы такой уже видели в моих сериях. Поэтому ничего и не снимаю, в принципе. Дорога стандартная. Вьетнамцы кругом шныряют. Фух, сиеста. Как раз рендерю новую серию. Полежать, отдохнуть. Рельеф стал классный. Такой волнистый. Уже нет тех болот, которые были в долине Меконга. Ветер встречный сегодня такой. В принципе, терпимый. Обдувает. Такой кайф видеть вот эти вот холмы, не горы, конечно, еще. Ну хотя, почему не горы? Горы. Здесь как даже погода другая. Я говорю, сегодня вообще свежий ветер. Не то, что в долине Меконга такой. Такая духота, влажность большая. Здесь вообще хорошо. Ветер по суше. И ветерок нагнал хороший. Обалденно. Я прям кайфую еду. Даже шлем снял, чтобы насладиться этим ветром. Все закрыто. На вечерок надо бы поесть. А сейчас каникулы новогодние у всех. Вообще все закрыто. Чуть неохота голодным на ночь остаться. Я уже за свою жизнь наголодался нормально. А вот что-то есть. Но нету здесь, говорит, тоже. А там тоже, наверное, нет. Фу, как без шлема круто ездить, а? Так свежо, хорошо, продувает все. Но вот, когда полдень, солнцепек, лучше ездить в шлеме, потому что солнце напекает. А вот сейчас вот, утром и вечером лучше без него. Все, сейчас поел, перекусил. проеду чуть-чуть и можно вставать на ночевку. Здесь мест много, болота нет,
Палатку без проблем, в принципе, ставить. Какой-то храм. Вот не люблю я лапшу кушать, вот эту. Тем, что я ей вообще не наедаюсь. Приходится он бананами закидываться еще дополнительно, потому что не могу наесться ей лапшой. Она у меня от нее еще больше кушать. Ощущение. Днем смотришь, столько мест хороших, где можно поставить палатку. Вечером, когда уже хочешь встать, нифига ничего не можешь найти. О, здорово. Закон подлости всегда такой. Ничего, сейчас найдем быстро. Алло. А, вот как этот драконий глаз растет. Вот такими кустами. Целой плантации его. Вон там красные такие. Классно. Сейчас бы заночевать где-нибудь между ними. Но тут везде колючая проволока. Не вариант вообще. Пока что. Ну все, ставлю палатку. Сегодня проехал всего 80 километров, что-то долго. Мало, точнее. Долго рендерилось видео, я сидел что-то, ну, не знаю почему так долго. Хотя эта серия вышла там в 31 минуту. Что-то долго. Ну ничего. Завтра уже буду на побережье, дорога выйдет к морю. Искупаюсь, я уже по морю соскучился. Вот, зажгли фонари, чтобы свет поступал. Видимо, это светолюбивое растение, вот как раз вот этот драконий глаз. Кактус все-таки. Красота. Блин, красота такая. О, моя палатка там. Ёбаные собаки. Собаки, блин, меня вычислили опять. Все, скоро доеду до города Фантехт, города на побережье. Пока жара стоит. Фига, какое-то здание-призрак.
какое-то казино должно было быть, видимо. Ну все, я в городе. Посмотрел в Google Maps. Один веломагазин есть. Я, конечно, не уверен, что он сегодня в воскресенье работает, праздничное тем более. После праздничное. Но заеду. Что-то я ничего не нашел. Вот здесь он должен быть, магазин. Но ничего здесь нет. Тут пока по улочкам шныряю. По узким улочкам. Здесь столько мусора плавает. Все, я выезжаю из города, еду дальше. Сейчас на сиесту надо вставать, отдохнуть. Ну все, отдохнул, посидел, серию загрузил с часик-то. Можно ехать дальше, к побережью уже. Чуть-чуть осталось там. О, целая команда какая-то. Проехали в молчании, даже не поприветствовали, ничего. Поэтому, друзья, я себя велосипедистом не называю. Я не считаю себя велосипедистом. Я далек вот от таких ребят всех. Мне не интересно. Я путешественник, кочевник. Я люблю велосипед не так, как они. Поэтому у нас с ними ничего общего нет. И я не считаю себя таким же. Это другая категория людей. Поэтому не называйте меня велосипедистом. Прошу. Вон уже море. Спускаюсь к нему. Как вкусно пахнет здесь. Цветы. Деревья цветут.
Вот оно море. Да ладно, сейчас я уеду. Блять, такие шуганые, ебаный в рот. Поехали отсюда нахер, короче. Каменистая. Волны большие. Как я не люблю эти все туристические места. Всяких туристы ходят толпами. Цены космические. По сравнению, ну не космические, но здесь все вдвое, если не втрое, точно выше, чем вот в провинции. Подальше отъехать уже там к местным. Вот, все на русский, дубляция, тут аптека Таня, зеленый тур. Много россиян здесь. Узбечка. Так непривычно. Европеоиды такие здоровые. Я-то привык все к азиатам маленьким. А эти, блин, вообще такие все великаны кажутся. Хотя я-то сам невысокий. 175 сантиметров. Просто отвык уже от европейского типа. Ну, видимо, еще одна спица чпокнулась. 4-я. Без 4 спиц я теперь еду. Уже чувствую, овал начался. Яйцо это. Но надеюсь, дотянет там докуда ближайший магазин. Выходные закончатся. А то рассыпется у меня колесо вообще. А вон городок Муйне на полуострове. Ну, здесь ничего интересного в принципе нет. Искупаться бы сейчас. Это уже Южно-Китайское море, уже не Сиамский залив.
Сиамском заливе даже климат другой. Там уже более тропический, я бы даже сказал, уже тропический. Здесь уже и растительность другая, и климат другой чувствуется. Снял шлемофон свой. Вся рубашка белая от соли, черная. Надо ее споласкивать периодически. Ветер встречный, блин. Терпимый, но все равно тормозит. Не дает разогнаться нормально. И силы выбивает из меня. Капец, сколько этих корабликов рыболовецких. Это вон городок Муйна как раз. Я не знаю, тут рыбы столько нет, наверное, сколько кораблей. Что-то меня вот это дорожное движение вьетнамское немножко напрягать начинает. Сама дорога. На лицо утомляемость быстрая. Проехал только 61 километр сейчас, а уже утомился. И пару раз автобус посигналил мне прямо в ухо. Это вообще из колеи выбивает, вы просто не представляете. У нас таких гудков нету, по-моему. Вот как в Китае. Такие паровозные, только еще хуже, как мне кажется. Прям пробирает все тело он. Как тут пески, как у нас в Заволжье прям. Что, они просто сидят тут, что делают? Золотой песок типа, что ли? Ну, УАЗики. А на джипах типа у них тут. И нахуй, китайцы, ёба. Главное, чтобы колесо у меня не рассыпалось. А вон там где-нибудь можно и палатку поставить. Все, сейчас заехал покушать перед сном. И на ночевку. Нафиг мне палочку. Лучше вилку возьму. Тыкать это 3 сейчас было. Полчаса. Все. Ну все, свернул тут. Смотрю, вроде место тихое, нормальное. Тут на своей шоссейке по песку сейчас буду херачить. Сегодня волны хорошие здесь. Опа. Оп.
Опа. Так. Строится резорт какой-то еще. Так, надо не сюда выезжать, надо куда-нибудь вон туда. Сейчас пойдем. Море сегодня слишком шумное. Поставлю подальше, палатку близко прям ставить не буду. Да и тут компашки всякие сидят, вон с караоке, с колонками. Они не умеют без караоке, здесь азиаты вообще. Любители попеть. Причем по-настоящему, чтобы кто-то хорошо пел, я не слышал. Может быть, у нас, конечно, разные представления о красоте, я не знаю. Ладно, пойду попробую искупаться. А то, что на море приехать, надо же поздороваться. А то я его не видел.